Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Депутат Государственной Думы Николай Малов – частый гость города Канаша. Он лично участвует во всех значимых событиях. Николай Владимирович на дому посетил ветерана войны Арсентия Питеркина. Затем во Дворце культуры поздравил горожан с Днем Победы. В городе Канаше проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них добрейшей души человек, активный житель города Арсентий Капитонович Питеркин. Он родился 7 декабря 1920 года. Сейчас ему 98 лет. Чувствует он себя бодро, радуется детям, внукам, правнукам. У него оформлено собственное древо жизни. Помогает все во всем. Что надо же мне здесь, помогают они. А так туда не могу выйти. Там, конечно, по вам очень сильно скучают. Мы в прошлый раз вот были. Кстати, депутата Государственного совета Мехтухудинов, получается, Иванов Виталий Валерьевич. Костюмы вот приобрели, там этот хор, да, он, получается. Общались с ними, с ветеранами. О вас очень хорошо отзываются. И вот просто они, как воздуха не хватает вас, говорят. Николай Малов прибыл к ветерану с подарками, с добрыми пожеланиями. В Канаш будем приезжать, будем заезжать, если не будете возражать, хорошо? Заходите. Большое спасибо вам, что вы нас не забываете. Он всегда вот прочитает. Да? Вот Малов поздравил меня, Путин поздравил. Но мы вот одеяло ему привезли, такое небольшое, где-то есть. Он еще в этот, вот, так, чтобы... Тоже вон одеяло прислали. Сейчас... Тоже одеяло? Да. Ну, теперь на всех внуков хватит. Здесь небольшой набор, если гости придут, фронтовые можете, немножко наркомовские, да. Детей там конфетами есть угостить. Здоровья, поэтому долгих лет жизни, на радость нам, подрастающему поколению вот города Канаш. Правильно, да, Геннадий Иванович? Да. И молодежь, конечно, вот она должна общаться. Поэтому и сегодня, вот сталкиваясь с этими вызовами геополитическими, санкциями против нашей страны, конечно, мы себя уверенно чувствуем, потому что в нас течет кровь народа-победителя. И, конечно же, сегодня вот буквально встреча состоялась уже сколько, 15 лет, будучи депутатом Государственного совета, я приглашал ветеранов Красночитайского, Ядринского, ну и Аликовских районов вот последние годы. И я посмотрел на этих ветеранов, сейчас, к сожалению, есть одному через 4 месяца 100 лет исполнится, 94 года есть, 90 вот такого возраста. Посидев немного за столом, я посмотрю, в них такой боевой дух, понимаете? И вот показать бы, наверное, нашим партнерам западным, наших ветеранов, и у них никаких мыслей бы не было вот против нашей страны. Потому что, глядя на наших ветеранов, можно сделать вывод, что с нами надо просто дружить. Во Дворце культуры организовали праздничный победный концерт. Все до единого отмечали героизм и храбрость русского солдата, выражали искреннюю благодарность ветеранам за чистое небо над головой. Специально для программы «Вести недели» Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Дмитрий Золотухин, Елена Блатцева. Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим жизнь ради победы. В дни проведения акции волонтеры Победы раздавали ленточки. Депутатам вручили георгиевские ленточки прямо на заседании. По всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая также не осталась незамеченной и в нашем городе. Просим вас принять участие в ней и получить данный символ мужества и отваги. Приступая к повестке дня, глава Андрей Константинов предложил на рассмотрение ходатайство собрания депутатов перед главой Чувашской республики о присвоении Андрею Разбирину звания заслуженного предпринимателя республики. Предложение было поддержано единогласно. В ходе заседания рассмотрели вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2018 год и внесли изменения в решение собрания депутатов. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, администрация города.
Самые маленькие жители города у обелиска неизвестному солдату. Традиционно детсадовцы выходят на парад и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Парад начали с минуты молчания. Сотни детей, переодетые в военную форму, маршем шли к монументу Победы. Пели традиционную «Катюшу» и несли в руках четное количество гвоздик. Дети знают, мирное небо над головой – заслуга тех героев, которые не вернулись с боя, и тех, которым удалось победить смерть. В государстве у нас оборонная доктрина. И каждое государство, которое на нас смотрит не так, знает, что победа будет за нами. Но нам лучше нужно мирное небо. Не хотелось бы, чтобы военные комиссариаты мы занимались призывом по мобилизации, а только по призыву, по контракту и высшее военное учебное заведение. Традиционно сегодня зажгли свечу памяти. Приглашаем, как вот этих молодых детей положите спать, взрослым приглашаем ДК и пройдем маршем в память тех, кого среди нас нету. В это мирное небо отправили воздушные шары. Россияне, мы нация победителей. Но не дай бог никакой в будущем нам войны, поэтому все взрослые, которые здесь присутствуют, должны сделать то, чтобы это мирное небо над головой продолжалось многие-многие века. Нет ни одной хорошей войны. Почему самая лучшая война — это та, которая она не начата. А наша задача донести до нашего подрастающего поколения, какой ценой давалась та нелегкая победа. Десятки миллионов жизней сложили наши самые лучшие соотечественники, те, которые, не жалея себя, шли в бой, оставались на поле битвы. Поэтому вы все должны об этом всегда помнить. Ну и эту память мы должны на многие века сохранить и пронести с собой, и передавать из поколения в поколение. Еще раз вас с праздником, здоровья, счастья, благополучия всем. Все детские сады представили праздничные номера, танцы, песни, цветы в подарок нашим ветеранам. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Центральная площадь. Об этом помнят свято ветераны. И в праздник надевали ордена. Зажги свечу памяти. В рамках Дня Победы и скорби в Канаше прошла молодежная патриотическая акция, главными участниками которой стали выпускники школ, горожане и представители общественности. В кромешной темноте идут сотни людей со свечами в руках в память тех, кто не вернулся с войны. Впереди колонны сотрудники военного комиссариата. За ними молодежь, в руках которой будущее города. Медленная мелодия заставляет задуматься. Жить нужно так, чтобы не было войны. 1941 год. 22 июня. Уже 6 часов. Пришла домой, узнала, что началась война. Стало страшно. Ведь если папу заберут на фронт, то я не буду учиться. Потом решила учиться на медсестру, работать в лазарете и, если надо, идти туда. На фронт. Под звуки военных песен состоялось возложение цветов и свечей к вечному огню. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Монумент славы. Ежегодно в преддверии Дня Победы сообщество «Дорожная обстановка-21» проводит флешмоб. В этом году с высоты птичьего полета можно было прочесть слова «9 мая», состоящие из машин и людей. В прошлом году мы выкладывали День Победы. В этом году мы выкладываем слово 9 мая автомобилями. Мы хотим посвятить это всем нашим ветеранам, всем павшим в боях, чтобы наши потомки не забывали такой великий день. Хотим сказать спасибо нашим ветеранам за то, что подарили нам победу ценой своей жизни, ценой своей крови. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон.
В этом году активисты города оформили словосочетание «9 мая». Девятку составили порядка 40 человек, а в слове «мая» участвовали 26 автомобилей. История и победа советского солдата в Великой Отечественной войне, она неоспорима. За наших дедов, за наших отцов мы всегда будем стоять и гордо говорить, что этот воин – победитель. Спасибо молодежи, которая чтит память советского солдата, чтит память победы. Желаю, чтобы в этот солнечный день, прекрасный день, у всех оставалось крепкое здоровье, оптимизм, настрой на великое свершение больших дел. День Победы – дань памяти погибшим воинам. Савелий – будущий солдат. Он внес свою лепту в празднование Великого Победного дня. Славу наших генералов и солдатов рядовых, славу павшим и живых, от души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой. Жизнь застав на поле боя, за народ, за нас с тобой. Олеся Григорьева, Елена Владцева, стадион «Урожай». Велосипедисты Канаша в очередной раз отдали дань героям войны. Традиционный велопробег, в котором приняли участие свыше 300 человек, проехали по маршруту Центральная площадь, проспект Ленина, микрорайон ВРЗ и обратно. В акции приняла участие наш корреспондент Марина Баринова. Памятная акция проводится в городе не впервые. И с каждым годом число участников растет. Не надо стремиться к тому, что кто-то придет первым, хоть проигравших не будет. Мы сегодня все победители. Самое главное, что к финишу все дошли целыми и невредимыми. Уважайте друг друга. Удачи! Каждый участник был официально зарегистрирован и с нетерпением ждал команды «Старт». Колонну возглавила полицейская машина. В заключение мероприятия Виталий Михайлов вкратце рассказал, какие изменения произойдут в нашем городе в ближайшее время, и поздравил всех с праздником. Спасибо вам огромное, что вы любите спорт, вы занимаетесь этим видом. Не только велосипедом и бегом. Беговая дорожка на стадионе в любом случае будет. У нас сегодня документы проходят экспертизу. Сейчас у нас самая главная задача стоит привести в порядок наш бассейн. Деньги республики на эти цели выделены. За лето мы чашу бассейна приведем в порядок. Искандер Набиулович отметил, что в состав участников сегодняшнего велопробега вошла и мастер спорта по велоспорту маунтинбайку Кристина Кириллова. Ее сестра, старшая Ксения, тоже является мастером спорта. И на сегодняшний день в школе Олимпийского резерва в Чуваксарах у нас еще две девочки, представляющие города Канаш. Это две Леры, Орлова и Семенова. Также претендуют на получение звания мастер спорта Российской Федерации. За короткий промежуток 4 человека, непосредственно учившихся, родившихся, выросших в городе Канаш, достигают больших высот в велоспорте. Кристина, в свою очередь, обратилась к присутствующим и поблагодарила всех за любовь к велоспорту. Очень рада, что молодежь подтягивается и видит, чтит память погибших солдат, которые воевали за нас, ради нас, за наше голубое чистое небо. Еще раз всех с праздником, поздравляю, молодцы все. В завершении участники акции почтили память павших солдат минутой молчания и получили памятные значки с символикой проведения велопробега. Марина Баринова, Елена Владцева, Павел Павлов. Вести недели. 61-я легкоатлетическая эстафета вновь собрала бегунов вместе. Традиционный пробег прошел под эгидой газет «Канаш» и «Канаш-Ень». Первомайская спортивная эстафета свято соблюдается многими поколениями журналистов и работников печати. Призы в этот день дарит газета «Канаш». Первомайская эстафета – настоящий праздник спорта, здоровья, дружбы и единения, потому что здесь участвуют и взрослые, и дети, и представители города Канаша, и Канашского района. И нам очень приятно, что уже в течение многих лет участвуют одни и те же люди. Например, это Дина Федоровна Григорьева, Николай Ефимов, из Канарских городских электрических сетей. И для нас это такое чувство, как будто они передают невидимую эстафетную палочку молодым участникам. И очень здорово, что с каждым годом число участников растет. В этом году в эстафете приняли участие ровно 100 команд. Это более 1000 человек.
Первыми вышли дети с ограниченными возможностями. Мальчик с исконно русским именем Василий занял первое место. Мы занимаемся бегом, ходим в спортзал с нашими детишками. Он любит играть в футбол. Разные занятия у нас, да, сынуля? Вот, я очень рада, что он занял первое место. Дружной компанией вышли коллективы города и района. Канашский комплексный центр социального обслуживания населения ежегодно участвует в общественной жизни нашего города. 1 мая, 9 мая не исключение. Вот и сегодня мы всем дружным коллективом вышли в центр города поприветствовать горожан и поучаствовать в митинге, посвященном 1 мая. Коллектив Канашской центральной районной больницы участвует в праздничных мероприятиях, но особенно когда спортивные, когда можно посостязаться, побегать, поулыбаться в этой дружной команде. Мы всегда приветствуем, и коллектив участвует в этих начинаниях. Мы ежегодно принимаем участие дружным коллективом, и женщины, и мужчины. Всем доброго дня, с праздником 1 мая! Активное участие ежегодно принимают учебные заведения, организации. Примером являются ветераны. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, городской парк культуры и отдыха. К другим новостям. Праздник таланта, творчества и фантазии. В Канаше подвели итоги конкурса «Наши имена». Ребята прошли 2 сложных тура. В финал вышли 80 коллективов и солистов. Почтенное жюри возглавила балетмейстер Чувашского государственного ансамбля песни и танца Чувашской республики, народная артистка Лидия Попова. Талантов поделили на 5 возрастных категорий. Самые маленькие выступали в первой. Здесь Настя Плынтя из студии «Домисолька» стала победителем. В младшей группе лауреатами первой степени стали артисты ансамбля «Созвездие». В третьей возрастной категории победителем стала Екатерина Чуева, Дом детского творчества. Среди молодежи звание лауреата первой степени завоевала Александра Андреева, студентка Канашского педагогического колледжа. В конкурсе также были выделены дипломанты. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева, Дворец культуры. Федеральной службой судебных приставов уже не первый год проводится акция «Узнай о своих долгах». В этом году жители и гости города смогли проверить себя по базам службы вместе с нашей съемочной группой. Работу развернули на железнодорожном вокзале города. Судебные приставы с самого утра мобилизировали свою работу внутри вокзала и на перроне. Останавливая пассажиров, они консультировали их по юридическим вопросам и раздавали листовки с информацией. Мы, судебные приставы, информируем граждан об имеющихся задолженностях и демонстрируем работу сервиса «Банк данных исполнительных производств». Жители Чувашской республики смогут проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов. Кроме того, граждане будут иметь возможность получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности службы судебных приставов. Как отметила начальник Канашского отделения судебных приставов, мероприятие в первую очередь призвано повысить уровень правовой грамотности населения. Напоминаем, банк данных исполнительных производств, который вы легко можете найти на официальном сайте УФССП России по Чувашской республике, адрес r21.fssprus.ru, позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить информацию об исполнительном производстве. В соответствии с законом эти сведения считаются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства. Система предоставляет исчерпывающую информацию по долгам, то есть данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя. В течение акции все желающие проконсультировались о порядке погашения задолженности, если такая имеется. На сайте Федеральной службы судебных приставов можете проверить себя на наличие долгов. В случае их наличия можете оплатить онлайн. Забиваете фамилию, имя, отчество, дата рождения, регион, поиск, все. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Вести недели. В рамках Года театра традиционный праздник День чувашского языка провели в формате театрализованных представлений. В этом году свои двери участникам конкурса открыла 10-я школа. С детским творчеством познакомилась и наш корреспондент Марина Баринова. Неделя чувашского языка традиционно завершается праздником. Его отмечают в день рождения выдающегося деятеля культуры, просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. В этом году он был приурочен к Году театра. Анчахта кашни чильхе и где на вренсени, плесени, перемалала адаланма повышать, перентаврак курма осладать. Шаванбачатим вренер
тырыжыр. Чуваш чилкипе культурине хизеплер. Уявья тебе саламладок. Ширик сылах, иксельмикелей. Ыра бушару зинче онашу. В рамках праздника была организована выставка детского творчества «Мой чувашский сувенир», где были представлены работы детей разных возрастов. Сегодняшний праздник тоже призван подвести итоги учебного года, подвести итоги изучения и сохранения нашего чувашского языка и принять самое активное участие в год театра в литературном представлении, что очень ценно. Вы сегодня подготовили инсценировку литературного представления на чувашском языке. Школа номер 7 победила в конкурсе «Лучшая литературная постановка», а юным артистам школы номер 3 и 10 присуждено второе место. Третье место в данном конкурсе заняли школы номер 6 и 8. Лучшая женская роль исполнена учащейся школы номер 8 Дарьей Садовской. Мужская роль присвоена Антону Поликарпову, ученику школы номер 6. Грамотой отдела образования за исполнение лучшей эпизодической роли награжден Сергеев Артем, обучающийся 6 класса школы номер 1. Победителям и призерам литературного конкурса и конкурса творческих работ вручены грамоты и дипломы. Марина Баринова, Елена Блацева, Павел Павлов. Вести недели. Городской православный фестиваль «Пасхальная радость» в 9-й раз собирает гостей и участников в стенах детской музыкальной школы. Воспитанники детских садов города приняли участие в 8 номинациях. Чем порадовали маленькие звездочки своих зрителей, расскажет Марина Баринова. Ежегодно фестиваль открывают самые маленькие его участники. Они поют, читают стихи и рассказывают сказки. И в каждом их номере доброта, отзывчивость, милосердие. Каждую весну христиане всего мира празднуют светлое воскресенье Христово. Нет большей радости, чем пасхальная радость. Она расцветает в сердце всеми цветами радуги. И душа ликует, а пение весенних птиц и звон колоколов вторят ей. Итак, мы начинаем 9-й городской пасхальный фестиваль «Пасхальная радость». Помочь детям сформировать и усвоить вечные ценности – самое что ни на есть основная задача фестиваля. Участие в нем помогает увидеть красоту православной культуры, христианских ценностей, народных традиций. Дети с малых лет изучают и истоки православия, и основу православной культуры во всех школах, и не только города Канаша, и по всей Чувашии, и России. И это, конечно же, очень хорошо, и это учит уважать своих родителей. И традиции, конечно же, это Пасха, и это мы хорошо знаем, это праздник праздников. Такие, конечно же, вот концерты, такие вот собраться вместе и выступать, и вспомнить истории, и рассказать и детям, и взрослым. Нам тоже это интересно, как они вот научились, и они понимают. Девочки, участницы фестиваля, рассказали нам, что такое Пасха, как они вместе с мамами весело накрывали на стол, красили яйца, пекли куличи и всех поздравляли. 8 номинаций фестиваля нашли своих победителей. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Музыкальная школа. А на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет низких цен «Светофор» в Канаше уже зарекомендовал себя как магазин с большим ассортиментом товаров по приемлемым ценам для семьи и для дома. Магазин нам очень нравится. Здесь много товаров для дома, для хозяйства. Для ребенка можно найти и памперсы, и питание есть. Очень ассортимент нам нравится. Экономим семейный бюджет. Покупателям удобно посещать «Светофор» дружными семьями, так как каждый из ее членов находит необходимый ему товар. Кроме широкой линейки продуктов питания, куда входят консервные, кондитерские изделия, крупы, полуфабрикаты, имеется отдельный зал для мясных, молочных, колбасных изделий. Широко представлены и детские товары, бытовая химия, цветы, посуда, одежда и сезонные товары. Уже сейчас садоводы и огородники смогут пополнить запасы необходимого инвентаря. Открываем дачный сезон вместе.
работе. У нас в наличии укрывной материал, грунт, побелка, грабли, лопаты, ведра и многое-многое другое. Магазин очень хороший, мне очень нравится. Почти каждую неделю посещаю этот магазин. Цены приемлемые, выбор очень большой. Можно походить, погулять, посмотреть, ознакомиться с товаром. У нас продукты не залеживаются на прилавках, за счет чего имеет хороший срок годности. Цена продажи всегда ниже, чем у конкурентов. Поэтому магазин «Светофор» выбирает те, кому дорого время. Мне нравится в магазин «Светофор» ходить за игрушками детскими, здесь они дешевле, за чистящими средствами в основном. «Светофор» привлекает покупателей разнообразными акциями и подарками, предлагая более 100 наименований товаров. «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы можем позволить доступные цены для населения. Ассортимент «Светофора» постоянно обновляется. Мы предлагаем широкий выбор товаров для дома, для хозяйства, садово-огородный инвентарь, сезонный товар. Постоянно устраиваем акции, чтобы население могло экономить свой семейный бюджет. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Масло подсолнечное 5 литров по акции 199,90. Макаронные изделия 4 килограмма по акции 69,90. Сроки и условия акции уточняйте в магазине.